Потом была я избрана председателем ведущего комиссии палат национальностей, членом президиума Верховного Совета. У меня был огромный кабинет, секретариат у меня был с аппаратом и машина, которых я в жизни не видела. Ну что делать? Начала я эту работу. Я вообще не рассказывала, что у меня там. Но по закону я имела право быть принятым министрами СССР и России без очереди. Когда узнали об этом наше руководство, поняли, что двери-то открываются, надо использовать. А в других республиках, например, они, знаете, как бегали руководство? Хотя бы продвинуть там заместителя, хоть где-то занять место, чтобы через это можно было решить свои проблемы. Меня никто не поддерживал. Сама ходила вот так, и судьба вывела таким макаром. Значит, предлагает мне Михаил Ефимович, даже и не спрашивает, говорит, давайте будешь работать постоянным представителем в Москве от республики. Так, хорошо, потому что, я же говорила в своем выступлении, я хочу повысить статус республику. Хотелось бы, чтобы у нас доля оставалась и так далее. А как ты сделаешь? Только так. Ладно, говорю, буду. Но потом узнали, я же еще все законы не знала, что оказалось, депутат не имеет права работать в исполнительной власти. То тогда или меня надо освободить в Верховном Совете, но место члена президиума Верховного Совета, это всем хотелось бы. Но я написала заявление. По спредам я работаю в общественных началах. Я зарплаты не получала, но зато у нас получалась возможность решать наши проблемы. И поэтому работала в 2 работах. Спала я в сутки 3-4 часа, потому что за мной караулили, что в Верховном Совете от до я работала. После этого я поехала, еду в свое представительство. Начинаем, мы группу создали, по нашим планам. Что мы хотели? Во-первых, мы хотели суверенитет. В связи с этим мы хотели долю от производимой продукции получить. Мы не должны быть дотационным. Создали группу. Группа была в правительстве, обкоме партии и представительстве. Вот так в 2 работах мы начали. И для республики мы много добились тогда. Помните, мы добились 20% ювелирных алмазов. По цене предприятия мы покупали, имели право продавать за границу на международные цены. Мы получили 10,5% рафинированного золота. Мы получили доли алмазов в алмазном фонде России, это Советского Союза. Так поработали. И работала, конечно, в Верховном Совете. В Верховном Совете создала рабочую такую республику, которые должны были разрабатывать наши предложения и вносить в Верховный Совет. Это значит, Башкирия, Татарстан, Карелия, Якутия, Кавказскую какую-то республику, сейчас не помню, мы взяли. И их сотрудники всегда приезжали к нам, мы разрабатывали все предложения, которые мы делали в федеральных законах. Об этом рассказать, это очень долго, если интересно, могу рассказать. Но там я хочу, в парламенте СССР впервые были разработаны проект закона о малочисленных народах. Коренных, не малочисленных тогда, а коренных народов. Но они не смогли. Советского Союза не стало, бросили. Мы решили его возобновить. И создала я группу. В этой группе мы начали работать. Коренные народы. И параллельно я начала работать в Организации Объединенных Наций, где была рабочая группа. Когда я со своими депутатами, 10 депутатов, приехала, председателя представила, какой национальности. Я якутка. Там ханты, мальцы, Чукотка и так далее. 10 разных представителей. Они были просто удивлены,
что в России есть народы. И еще депутаты парламента имеют свою вот эту палату национальностей и так далее. И тогда мне идея возникла сделать закон о коренных народах Российской Федерации. Но когда мы разработали, внесли, не поддержали. Слово «коренные» вошло только мы предлагали внести право коренные народы. Не приняли. Тогда решила по другому пути идти. Я знаю, как раз вот мы занимались малочисленными народами, ездили и знаем, как бедно они живут. И тогда у меня возникло, как я могу вылезти оттуда. Значит, необходимо выяснить, сколько народов в России находится на грани исчезновения. Есть институт для этнических, вот это, этнологии. И вот в этом Ленинграде я познакомилась с председателем и попросила нам сделать научное обследование обоснования. Сколько народов находится за чертой? В черте вымирания. Это те народы, конкретно они мне должны писать, какие народы, в каком количестве. И я получила документ. Там было о том, что находится много, около 30-20 чем-то, и к ним относятся те народы, которых простое воспроизводство. То есть максимальная семья имеет детей 2, и то меньше. То есть численность их, что бы они ни делали, не увеличивается. Когда я получила список обоснования, мы этот закон переделали на коренных малочисленных народах, которые относятся к численности, этот институт меня определил, менее 50 тысяч человек. И такой закон был, проект сделан, статья 64, но расстрел парламента, нет, мы приняли, но Ельцин не подписал. Не подписал. Расстрел, все, тем не кончилось. Потом пытались это продолжать в Государственной Думе первой, не прошло. И когда стала депутатом второй Госдумы, я решила возобновить этот закон. И для коренных малочисленных народов, но умирающие там не написали, а именно ограничили численностью. Это политика. Так мы составили статью 64, в парламент вынесло, все-таки приняли. Приняли этот закон. Мы опять отправляем Ельцину. Ельцин снова не подписал. Потом снова переделали. Нет, не подписал он. Расстрел парламента, и уже все, я никто. Третья Госдума, нет, второй Госдуме, когда приехала, значит, все-таки переделали и оставили сколько? 14 статей. Но этот закон, 14 статей, сделала свою работу. Мы смогли, коренные народы России, в самый трудный период 90-е все-таки оставить их, смогли сохранить. Но сейчас время от времени постоянно поступают предложения о изменении этого закона. То одного пункта, то одного подпункта и так далее, но закон пока существует. Моя задача тогда была, первый закон мы все-таки сделали, коренных народов, вымирающих. Потом я хотела сделать закон для коренных народов, которые ООН там число не ограничивали, коренные народы. Но именно, к великому сожалению, эту конвенцию коренных народов мира подписали более 100 стран мира. Россия не подписала до сих пор. И, конечно же, я хотела продвинуть дальше, но после расстрела парламента у меня не было таких возможностей. Так я сказала, а там дальше вопросы давайте.